Современные проблемы и вызовы, стоящие перед органами местного самоуправления Абхазии. Главная тема научно-практической конференции. Цель – обменяться опытом с российскими коллегами. Открывая научный форум такого масштаба, министр юстиции Андрей Барцис отметил его значимость. Убежден в том, что наши сегодняшние дискуссии будут наполнены предметными, продуктивными идеями, реализация которых послужит на благо нашей стране и взаимоотношениям с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. Законодательство Республики Абхазия устанавливает очень интересную терминологию, хорошо всем известная. Это одна из задач органов местного самоуправления – это социальная справедливость. Убежден в том, что это не просто слова, а цель, к которой мы все движемся. Для органов местного самоуправления это первый опыт. И первая такая международная конференция, потому попрошу вас не судить строго нас, но мы постараемся провести ее достаточно конструктивно. В первую очередь, конечно, мне хотелось бы, чтобы депутаты со всех городов нашей республики собрались, могли познакомиться между собой, нашли общие точки соприкосновения, общие проблемы и общие перспективы их развития и решения данных проблем. С приветственным словом выступили представители районных собраний Абхазии. Они выразили готовность к совместной работе, поблагодарив почетных гостей из России. Очень важно, что мы здесь сегодня собрались поделиться своим опытом, рассказать о проблемах и найти возможные пути их решения. Укрепление Института местных органов самоуправления необходимо для развития территориальных единиц нашей республики. Изменения в законодательстве, произведенные в 2022 году, были важны, и в целом этот процесс должен быть непрерывным. Из собрания Гагрского района коллеги изучают и готовят некоторые предложения для обсуждения в части разночтений некоторых статей закона и регламентов деятельности. После открытия конференции началось пленарное заседание. Гости и хозяева выступили с докладами. Депутаты Московской городской думы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Владикавказа затронули перспективы развития взаимоотношений. Я в своем докладе коротко расскажу о тех проблемах, их не будем называть. Все-таки это будут вопросы, которые требуют длительного решения вопроса. Но хоть у нас и Краснодар цветущий город, развивается, благоустраивается, но все равно есть проблемы. И на каких-то примерах я расскажу, как сегодня органы исполнительной власти взаимодействуют с органами представительной власти, то есть депутатами городской думы. Так, например, председатель комиссии по безопасности, законодательству и регламенту Московской городской думы Александр Семенников рассказал, как устроена система местного самоуправления в Москве. Привел факты и раскрыл тему Совета муниципальных образований. Поговорили и о структуре выборов в органы самоуправления. Для России тоже было большое испытание 90-е годы, и не только в связи с экономической ситуацией, а в связи с тем, что перестраивалась вся система управления страной. На месте единого государства, по сути, где регионами являлись области, встроенные в такую систему административно-командную, появилась федерация. Вот идея местного самоуправления была в том, что не залазя в сферу государственных полномочий, так и было записано в Конституции, решать проблемы местного значения, местного самоуправления и путем выборных людей. Первая международная научно-практическая конференция стала важной ступенью в укреплении связи между органами местного самоуправления, что, безусловно, способствует развитию и расширению взаимодействия между Абхазией и Россией в целом. Нала Чхенджерия, Заур Лиев, Абхазское телевидение.